По словам уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл, звонок от родственника одного из пациентов, находящегося на стационарном лечении в специализированной психиатрической больнице, поступил в офис 5 февраля, после чего омбудсмен обратилась в больницу, где один из врачей подтвердил, что звонил родственникам больных с просьбой забрать их домой на неопределенный срок в связи с задержкой финансирования. Только после этого Асида Шакрыл публично обратилась к Генеральной прокуратуре и контрольной палате Абхазии. Я связалась с главврачом республиканской больницы, который подтвердил, что задержки финансирования имеют место. Как он мне сообщил, была встреча в Минздраве, и очень долго обсуждали они эту проблему и обещали решить. Единственный, главврач не подтвердил мне информацию о том, что они звонили родственникам пациентов. Удивляет тот факт, как реагируют государственные органы, в видении которого находятся и вопросы обеспечения, содержания людей в психиатрической больнице. Я бы призвала все службы, вместо того, чтобы выяснять отношения с уполномоченным, все-таки приступить к расследованию этого дела. Тем временем пресс-служба Министерства здравоохранения и соцобеспечения, отреагировав на данные заявления, распространила комментарий, в котором отмечается, что никаких перебоев с финансированием республиканской специализированной психиатрической больницы на сроки, указанные в заявлении омбудсмена, не было. Кроме того, Минздрав опубликовал полный финансовый расклад по обеспечению психиатрической больницы за интересующий период. При этом главврач лечебного учреждения отметил, что если и бывают перебои с финансированием, то на содержании и лечении стационарных больных это никак не отражается. Перебои с финансированием были, связаны с тем, что реорганизация происходит Минздрава и соцобеспечения, где меняются реквизиты, непосредственно напрямую влияющие на финансовые потоки с одного учреждения в другое. Но те организации, учреждения, с кем мы работаем, зная о всех существующих проблемах, доставка продуктов питания и медикаментов была осуществлена в срок, и ни один из находящихся на стационарном лечении на сегодняшний день не был выписан по причине той, что нет продуктов питания либо медикаментов. На данный момент лечение в психиатрической больнице проходит 102 человека. По мнению Георгия Куртава, помимо стационара в республике необходимо развить поликлиническую и амбулаторную сети. В каждом районе нужно создать психиатрические кабинеты, чтобы осуществлять надзор за выполнением рекомендаций докторов, чтобы уменьшить нагрузку на больницу. Одной из серьезных проблем Георгий Куртава назвал острую нехватку кадров. Для решения этого вопроса ведутся переговоры с Минздравом с целью выделения лимитов для профильного обучения в Российской Федерации. Сейчас работа в психиатрической больнице идет в штатном режиме. Больным предоставляется трехразовое питание, медикаментозное лечение и обязательные прогулки по расписанию. К нам хорошо относятся. Нас смотрят как матери наши, и как будто мы их не дети. У нас хорошее питание. И вообще, мы так привыкли к этой обстановке, что даже домой не хочется. Потому что они нас так смотрят очень озабоченно. Если кто-то падает в обмороке, тут же все санитарочки, врачи, заведующие оказывают нам помощь. Напомним, что ремонт и реконструкция республиканской специализированной психиатрической больницы были осуществлены в 2015 году за счет средств Российской Федерации в рамках содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Наала Кови и Наала Гухава, Абхазское телевидение.